Человечество на протяжении тысячелетий создавало вот этот хрупкий, можно сказать, иллюзорный мир искусства. Мелодия скрепляет тот путь, по которому мы идем. Слово и музыка. Сколько лет жанру? Сколько лет этим песням, которые мы поем? Мне кажется, все поют. Нет на земле такого человека, который никогда не пел бы. Мы прошли большой сложный путь. При этом мы сформировали свой музыкальный мир. Если говорить о калмыцкой культуре и искусстве, а в частности о музыке, то можно сказать, что наша калмыцкая музыка современная, то, что мы говорим, народная музыка, современная музыка, она сформировалась за последние 400 лет. Потому что до прихода на Волге у нас были другие песни, другие танцы, другие инструменты. И живя здесь, уже как 400 лет, больше 400 лет, мы практически вышли на новую ступень, на некую другую ступень, при этом сохранив связь с прошлым. На нашей планете Земля более 6 тысяч народов. И вот калмыки, что его отличает от них, это единственный народ, мы этим гордимся, измеряем расстояние песнями. Вот когда мы между собой, гости приходят, Альдасирович откуда пришел? Он говорит, хорду нагазр, расстояние двух песен. Арунду нагазр, расстояние 10 песен. И вот так вот наши предки определяли расстояние песнями. И в песнях выражали. И самое главное у нас песня у калмыков, чем мы гордимся, это песни Джангра, который стал называться эпосом Джангра. Песни о победах, о войнах, о героях, о мечте. Калмыцкая земля, вообще калмыцкий народ, он богат такими незаурядными талантами на самом деле. Потому что, я не знаю, может быть, это потворствует степь, может быть, такая культура богатая у наших предков, потому как такие жанры, как утыдун, длинная песня, протяжная песня, да, исполнять ее сейчас даже немногие это могут. А в свое время наши дедушки, прабабушки, прадедушки это исполняли на высочайшем уровне. У нас есть записи этих исполнителей, которых нет сейчас среди нас. Но это нужно было обладать какими голосовыми, какими, я не знаю, такими возможностями, да, чтобы исполнять на таком уровне такие сложные, просто витиеватые голосовые обороты. Есть такая калмыцкая пословица: нет сердца, которое не знает любви, и нет человека, который не понимает музыку. И я просто, как исполнитель эпоса Джангар, как человек, который объехал весь мир, который сам удивлялся, почему, значит, наш Джангар вызывает такой интерес в мире, при том, что люди не знают язык, при том, что это совсем как бы чужая музыка. Но на самом деле это так. Я всякий раз убеждался, что наша музыка, она обращает на себя внимание многих народов мира. Наверное, формирование профессиональной культуры, калмыцкой, профессиональной, подчеркиваю, началось именно вот с этого момента, когда была вновь образована самостоятельная государственность калмыков. В июле 1920 года произошло знаковое событие, которое мы сейчас все вспоминаем, отмечаем, в преддверии которого мы сейчас находимся. Это знаменательная дата. Мы помним из истории, что в какой-то момент калмыцкое ханство как таковое исчезло с политической, с географической карты. И вот только в июле 1920 года на этом первом съезде калмыцкого народа удалось
создать автономию. Для музыкальной культуры, в целом для калмыцкой национальной культуры, что можно отметить? Это формирование профессиональной школы музыкантов, художников, писателей. В этом плане, несмотря на то, что у нас разнообразный, богатый фольклор, которым мы можем по праву гордиться, тем не менее, вот такой культуры европейского типа у нас не существовало. И именно вот начиная с этого момента стали прилагаться огромные усилия молодой вот калмыцкой интеллигенции, чтобы и у нас появились собственные представители калмыцкого народа. Инструментальная музыка в Калмыкии, она, конечно, основоположник инструментальной музыки, я считаю лично. Это Петр Чирченкушев, это наш первый профессиональный композитор. Естественно, от него успешную эстафету принял Аркадий Манжиев, наш сейчас легендарный прославленный композитор. Написанные Петром Ченкушевым такие миниатюры инструментальные, как «Степь», как поэма для скрипки камерного оркестра, как калмыцкая ронда для скрипки, солирующей с тогда еще национальным оркестром. Это до сих пор исполняемые вещи. И у Аркадия Манжиева, естественно, его знаменитая соната для скрипки соло, очень сложная, которую не каждый музыкант может сыграть, поэтому она и редко звучит. Ну, конечно, основоположником профессиональной инструментальной музыки это, конечно, Петр Чирченкушев. Я горжусь тем, что у нас есть фонд, есть материал, с которым можно сейчас работать, можно брать этот материал и его развивать. Я, конечно же, говорю о таких столпах музыки, как Санджигаря Дарджин, Петр Ченкушев. Это те вот композиторы, которых с нами нет сейчас, но они оставили многое для нас после себя. И на их музыке воспитано огромное количество музыкантов, как у нас, так и за пределами Калмыкии. И мне, как человеку именно инструменталисту, человеку инструментальной музыки, инструментального жанра, я вот как раз-таки, можно сказать, что я обязан просто вот это продвигать, жанр инструментальной музыки, развивать его. Я уверен, что у нас уже, конечно, есть Аркадий Манжиев, тоже он продвигает и пишет инструментальную музыку. Появятся еще многие-многие другие композиторы, последователи тех, о которых я уже упомянул сегодня. Но надо сказать, что в первое время большую помощь оказывали профессиональные музыканты из других регионов. В их числе можно перечислить Гайгерову, это композитор, Антонио Спадовеккио, которые писали первые музыкальные произведения вот на калмыцкую тему. Вплоть до одного из директоров нашего колледжа искусств, а тогда музыкального училища, Владимира Чернявского, Юрий Гонцов, представитель братского нашего народа из Бурятии, это Жикжит Батуев, которые писали, все обращались к калмыцкой теме и писали произведения по мотивам калмыцкого эпоса, каких-то интонаций народных песен, адаптировали калмыцкий фольклор уже в профессиональном музыкальном искусстве. Но с течением времени и у нас в Калмыкии стали образовываться местные профессиональные, иногда выходящие из среды самодеятельных артистов, кадры. Хотелось бы здесь в первую очередь упомянуть имя нашего талантливого музыканта Санджигаря Дарджина. И вот благодаря творчеству таких композиторов-мелодистов возникла благодатная почва для появления уже профессионального творчества профессиональных композиторов. Я никогда не забуду слова моего друга, хорошего гитариста, замечательного Сергея Матохина, москвич. Он говорил одну вещь такую, на всю жизнь запомнил. Мерген, у тебя, говорит, есть небольшая фишка. Ты не понимаешь, что, допустим, Чайковского играет весь мир. Астраханские оркестры, там, Волгоградский, Ставропольский, Краснодарский, Ростовский, неважно, сыграет, допустим, лучшие оркестры, там, допустим, чем Караян в свое время Чайковского. Караян записал все симфонии Чайковского. Будучи не русским, он считается самым лучшим исполнителем в мире Чайковского. А у тебя, говорит, есть такой карт-бланш. Лучше тебя, говорит, Ченкушева, Манжиева никто не исполнит. И калмыцкой музыки. Поэтому ты, говорит, это имей в виду, на всю жизнь запомни. Я на всю жизнь запомнил. И как бы да, это
это наша фишка. Лучше нас никто не сыграет, Чингушова, Манжиева, потому что на самом деле та изюминка, которую мы уже у нас потихоньку в ухе глаживается, для другого, так скажем, постороннего человека, не жителя Калмыкии, который изредка это слушает, это очень необычная музыка, звучанием, строением аккордов. И наша пентатоника, которая, безусловно, проскальзывает везде, в сочинениях и Чингушова, и Манжиева, и в композициях непрофессиональных композиторов, которых очень много, кстати, и до Чингушова очень много было. И поэтому как бы у нас есть эта изюминка, которую мы, в принципе, успешно используем по сей день. Оглядывая то, что сегодня здесь у нас, я понимаю, что произошла такая эволюция. Я всегда там говорю с гордостью: ребята, мы обогатили монгольскую культуру внесением новых музыкальных каких-то оборотов. Если мы раньше мыслили, как там мыслят, они мыслят горизонтально. Мы же мыслим и вертикаль сюда подложили, то бишь гармонию. Если взять наши песни, которые родились здесь, на Волге, они подразумевают гармонию. Наверное, это влияние Европы. Академическая музыка, она это основа. Это основа, наверное, это некая вершина, которая идет человеческий ум с точки зрения развития музыки, он приходит к этой точке. Для меня, вот если вспоминать молодость свою, вот именно молодость, незрелость, да, то для меня это очень... Сейчас я понимаю, что это очень важные моменты. Тогда никто не назидал, никто не говорил о том, что запомни, как должно быть. Не было такого. Тогда была мотивировка другая. Посмотри, как нужно. Посмотри, как я делаю, что я люблю и что ценю. И если человек разумно к этому подходит и видит, и замечает, и растет профессионально, трудится, то у него многое получается. Я хочу сказать, что вообще, преклоняясь перед Анатольевичем Горячим, что нового такого, что такого внес Анатольевич Горячий, он, в принципе, новатор, по сути, потому что если раньше был хор тюльпана и пелись только на калмыцкие песни, то он, поскольку получил классическое академическое образование хорового дирижера, и он всегда хотел классический хор создать. Когда он его создал, и получилось новаторство в том, что он привнес в этот классический академического плана хор, привнес национальный колорит. Причем этот национальный колорит не дал хору такую народность, а он дал микс некий. Общаясь с такими яркими представителями, как Цыбеков Анатолий Чагаревич, Карпенко Владимир Викторович, это дирижер и основатель Национального оркестра Республики Калмыкия. Все эти коллективы, что хор государственный, что национальный оркестр, были созданы в сложные времена. Да? Это были 90-е годы, тогда министром культуры был Салдусов. При нем вот создавались такие коллективы. И очень приятно, когда люди думают о том, что оставим мы поколению. В молодости об этом не задумываешься. Но я так думаю, что ненароком немножечко нас направляли. И слава Богу, что так получилось, что нам повезло в жизни, и мы поступили, получили образование и вернулись в Калмыкию. Конечно, без Элисты, без республики сейчас невозможно представить вообще никакого своего творческого становления. Говоря о музыке, чтобы думаю, как ее сохранить, это надо, значит, сказать о языке, о истории, потому что все это взаимосвязано. Если пропадает язык, то и пропадает музыка. Мы должны понять, что наша музыка, что такое музыка, вот это же эти стихи и мелодии. А
стихи древних наших песен, это надо понимать как определенный эталон миропонимания, мировоззрения. Надо понимать так, как вот, что это напутствие, мудрость наших предков, их завещание. Я просто говорю, вот, чтобы было понятно, что когда люди уходят туда, откуда не приходят письма, то есть умирают, и они уходят от любимых людей, оставляют родных, и в этих песнях, этих стихах оставлены завещания. Надо так понимать. Это не просто там увеселение какое-то, это чувство, это, значит, удивительная поэзия, стихи, слова. Это все напоминает о наших предках, дорогих родных, о великих наших предках. Поэтому, конечно, когда человек знает язык, когда человек знает историю, и когда у человека возникает желание жить так же, то есть знать, кто он есть, и оставаться самим собой, то у него возникает желание петь те древние свои песни, своих предков. Сейчас вот эти, которые молодые исполнители, они просто исполнители. Они даже не знают некоторые, о чем вообще поют они на самом деле. Они даже слова неправильно поют. Я говорю, как это? Говорю, вы записываете, говорю, это вы теряете смысл песни. На самом деле это большая ответственность. Во-первых, нужно знать, о чем поешь, нужно ее передать людям. Каждая песня народная, это как, знаешь, раньше эти песни не просто взяли же ниоткуда, это жизнь прожили целую. Очень многому еще надо учиться. У нас очень много старинных песен, которые забыты, и они все только на аудионосителях, и их нужно всех расшифровывать. И получается, у меня это не кто-то меня этому там учит, а все идет такой процесс слушания, впевания, и опять же через себя пропуская уже какой-то свой вариант. Я же говорю, вот этот процесс, он идет до сих пор. И я все-таки ищу себя еще, потому что старинные песни петь абы как тоже нельзя. Это все-таки оно сокровенное, и определенный нужен подход. Другое дело — это авторские песни. Там как бы никто ни на что там не претендует, там по словам, по музыке. Можно привнести свою импровизацию, да. А вот что касаемо старинных, аутентичных песен, то там уже есть определенные каноны, вот она должна быть так, и вот как бы не надо ее менять, трогать, и наоборот только привнести, как бы желательно сохранить в первозданном виде. Надо помнить о наших испокон веков сохранившихся традициях и в этом же русле создавать что-то новое и в современной обработке. Идти в ногу со временем. Из прошлого у нас, наверное, сегодня Утыдун остался в том неизменном виде. Сказания наши остались, сказки. А что касается музыкального лада, он совершенно другой. И судьба народа у нас очень сложная была за эти 400 лет. И победы, и поражения, и войны, и выселения. Все это сказалось на музыкальном мире. Очень большая ответственность это для нас всех, для нас, для молодежи, для молодых исполнителей здесь в Калмыкии, для молодых исполнителей нашей музыки, наших песен калмыцких. Это большая ответственность, потому что надо нести в массы дальше для наших детей, внуков, чтобы они не забывали. Это очень большая ответственность, я считаю. Нужно идти в ногу со временем, в любом случае. Вот
Я, как говорила, молодежь не будет на сегодняшний день слушать прям просто чисто домбровые песни. Почему? Потому что им кажется, они же слов многие не знают, им кажется, одна песня, это, ну, как сказать, 10 песен споешь, а они скажут, ой, одна похожа на другую, допустим. Не зная языка, все домбровые песни, они почти одинаково, ну, практически почти одинаково звучат. Те, кто, вот, допустим, не разбирается в музыке. Ну, и им это не интересно. И поэтому я думаю, я считаю, что нужно делать аранжировки, нужно, но это нужно относиться к этому нужно серьезней. Ну, плохо ли это, хорошо, есть плюсы, есть минусы, наверное. Особенно, скорее всего, для старшего поколения. Но плюсы в чем? Я считаю, как адаптация к современным условиям, к современному времени, это вполне нормально. И для того, чтобы конкурировать за то, чтобы был интерес молодежи к нашему творчеству, учитывая, что помимо национальной музыки есть сейчас очень много различных жанров современной музыки, я думаю, что тоже это имеет место быть для привлечения молодежной аудитории к своему творчеству. Самое главное — сохранить, донести смысл. Самое главное — показать красоту калмыцкого языка. То есть сохранить аутентичность, да, при этом не испортить. Мы находимся вот в начале большого пути, даже в середине этого пути. У нас еще не сформировалась культура. Нам, видимо, здесь надо еще пожить еще лет 500. Никуда не уезжая, и через 500 лет, возможно, из того, что сегодня, то, что было вчера, люди будущего, они сформируют некую что-то среднее, что из себя представляет калмыцкая культура. Для того, чтобы появлялись какие-то новые композиции в современной калмыцкой музыке, нужны авторы. Правильно? Мы друг от друга зависим. Для композитора одно из условий является правильно найти исполнителя. Для исполнителя нужен новый материал, который дает тебе поэт, и потом после записывает музыку композитор. Это все взаимосвязано друг с другом. Поэтому нужно создать все эти условия благоприятные для этой деятельности. И нужна колоссальная поддержка нужна, я думаю, на мой взгляд. К сожалению, очень мало сочиняется песен. Нельзя вечно эксплуатировать песни, придуманные в прошлом. Это конечный продукт. Это сидеть вот у колодца, там, допустим, в степи, и пить, а там нету ключа, да, то есть никто не подпитывает. Вот если нет авторской песни, получается, формируется современный фолк, уже это нельзя назвать народом, это авторский творческий подход. А вот нету культивации авторов. Мне кажется, впереди еще очень много работы, и это все имеет место быть, и это будет, мне кажется. Это образ жизни, наверное, кто как понимает вообще музыку. То есть музыка, она проходимцев не любит, а музыка, она, наверное, это призвание. Если тебе суждено быть музыкантом, допустим, ты даже будешь там где-то на другой профессии работать, тем же юристом, допустим, да, экономистом, но если ты музыкант, ты везде его покажешь, свой потенциал, свое рвение, и поэтому, может быть, кто на что учился, говорят, да, но алтын шурады даргдын биши, у нас есть калмыцкая пословица, золото в песке не спрячешь, поэтому музыка для меня все. И вообще я стараюсь у себя в семье привить у своих детей музыку, они ходят в музыкальное училище, в музыкальную школу,
уже играет в оркестре, маленьком детском. То есть мы всегда живем музыкой. То есть если работаем, все, музыка, что-то там, без музыки у нас ни одно событие не проходит. У меня даже в детстве были какие-то такие мысли. Допустим, каждому человеку у меня была своя мелодия, какая-то эти ассоциации. Допустим, с тобой, там, да, еще там с разными, да, вот в детстве у меня, такого сейчас у меня нету, но раньше у меня было такое, и именно калмыцкие песни, какие-то там наигрыши, калмыцкие песни, на какой-то такой момент жизненный, какая-то музыка у меня сразу всплывала, короче. Поэтому музыка для меня все. Музыка меня одухотворяет и кормит. Вот что я хочу сказать. Если нет хорошей музыки и реализации каких-то своих идей, или наоборот созвучия ты не слышишь, то есть человек же, вот видно, общество — это такое социальное существо, и когда музыка, она не оставляет тебя в одиночестве, да, ты можешь сидеть один, но если есть хорошая песня, хорошая там композиция какая-то, ты как бы это созвучно тебе и подчеркивает твой какой-то ход мыслей, наверное, она поддерживает. Музыка была с нами в самые, наверное, трудные минуты. Можно было ничего не говорить, но услышав родную песню на родном языке, даже тогда, когда нам запрещали. Вспомнить, если когда в Сибири калмыки были 13 лет, и вдруг в июле на 13 году ссылки, в июле 1956 года вдруг по всесоюзному радио с грампластинок прозвучали калмыцкие песни в исполнении Улан Лиджиевой. Все калмыки, где бы они ни находились, в Тюмени или в Сибири, в Красноярске или в Новосибирске, или на Алтае, или в Киргизии, услышав, плакали. Плакали от радости. О, наверное, будет счастье. Скоро мы, наверное, вернемся на родину. Вот так песня передавала такую основную, главную радость. Песня, она способна просто переворачивать, не переворачивать, именно создает веру в нас. Я почему-то не переживаю за будущее калмыцкой музыки, песни, потому что, я думаю, у нас еще появится еще больше талантливых людей, которые будут заниматься вот таким благородным делом. Надо гордиться, надо радоваться тому, что мы сохранили, и надо постараться все свои силы, всю свою энергию направить на то, чтобы сохранить эту удивительную музыку, от которой получали бы удовольствие, энергию, героизм, мужество, достоинство наши потомки. Я считаю, что у нас, у калмыков, как бы это ни звучало, да, пафосно или что, об этом много говорится уже, мы действительно уникальны. В нас такой синтез, что мы выбрали себе русское, кавказское и вот различные, и остались и при своем, так скажем, и еще это все ассимилировали и красиво смешали. И я считаю, что это нужно показывать. Это считают многие музыканты, и я уверен, я не один такой, кто хочет и кто уверен в этом. И на сегодняшний день, кто работает в этом ключе, в развитии именно наших конкретно инструментального, хореографического жанра или других, театрального, они все знают, к чему они идут.
И там есть фанаты своего дела, которые действительно рано или поздно нашу калмыцкую культуру еще до больших небес поднимут. Да, ее знают, конечно, в Европе, да, но хочется, например, калмыцкую культуру в Африку свозить, в Австралию, например, да, и в другие страны. Вот я говорю, там, пусть флаги наши будут на всех материках нашей земли. Ребята, судьба нашего народа в наших руках. К сожалению, никто за нас ничего делать не будет. Все мы должны сами в этой жизни сделать, чтобы у нас эта территория сохранилась, наш язык, культура, искусство. Если нет основы, вот как река, да, если нет воды, нет реки, вот это есть вода. И надо, чтобы в реке нашей жизни никогда не заканчивалась вода. И не осушить, не загрязнить и сохранить чистоту этой воды, чтобы в ней всегда была жизнь. Это главная задача.